В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Муса Дунаев, председатель Всероссийской ассоциации общественных объединений «Интеллектуальная Россия». Муса Машвал. За прошедший год каких успехов добилась ваша организация, Муса? Данный год, конечно, у нас очень продуктивный. В этом году впервые мы провели интеллектуальную игру при поддержке Департамента образования мэрии города Грозного. Играли директора общеобразовательной организации в студии ЧГТРК в телевизионном формате. Игра прошла очень интересно. Когда директора брали тяжелые вопросы, для нас, организаторов, это дорого стоило. Я в своем выступлении, когда мы открывали турнир, я еще отметил, играть в виртуальные игры, будучи директорами школ, это надо иметь мужество. Когда за спинами общеобразовательной организации, чтобы стать примером, это, безусловно, дорого стоит. Более того, в этом году впервые в истории нашего этноса мы отобрались на чемпионаты России в июне месяце. Мы играли в Москве. И сейчас, в ноябре месяце, 25 по 23 ноября, мы играем в Москве интеллектуальную игру «Что, где, когда», брендинг «Своя игра». Чтобы отобраться на данные чемпионаты России, надо стать лучшим в СКФО отборочном турнире в Северо-Кавказском федеральном округе. Наша команда, школьная молодежная команда, заняла первое место, и мы отобрались. Хочется, пользуясь и данной площадкой, сказать огромные слова благодарности мэру города Грозного за данную возможность, за то, что мы смогли поехать на данный турнир, и, конечно, Департамент образования мэрии города Грозного. Более того, в этом году мы завершили второй чемпионат на знание чешского языка Хаарахама при поддержке администрации главы правительства Чешской Республики, Министерства образования и науки Чешской Республики. Чемпионами стала команда СОШ-2 Автури, село Автури Ширинского района. И завтра в 11:00 будет дан старт уже третьему чемпионату, первому этапу на знание чешского языка Хаарахама. Ширинский район вступает в игру. Во всех районах мы пройдем отборочные муниципальные этапы. И 25 апреля 2026 года на Муклага, ко дню чешского языка, мы пройдем финальную игру. Будут играть три команды, занявшие первые, вторые, третьи призовые места со всех районов республики. Более того, мы в этом году также запустили третий чемпионат города Грозного по интеллектуальным играм «Что, где, когда», брендинг «Своя игра». Самое главное то, что в этом году первый чемпионат мы пройдем среди учащихся 1, 4, 5, 8 классов по своей игре. В прошлые годы мы проводили брейн-ринг, а в этом году будут они играть и в брейн-ринг, и «Своя игра». А также мы школьную лигу разбили на 3 категории. 1, 4, 5, 8, 9, 11 классы. И 7-й чемпионат Чеченской Республики, уже на Кубок администрации главы и правительства республики. Работа очень много, проводим интеллектуальные игры ежедневно, можно сказать. Благо, есть 3 клуба. Автономная некоммерческая организация «Леди Квиз», Межрегиональная ассоциация интеллектуальный центр Северо-Кавказского федерального округа, есть Межрегиональный интеллектуальный клуб «Интеллектуальный Кавказ», Ломали Маулата, Сейдмагомед, Музаев, Милана Керимова. Данные 3 клуба вместе они входят в Всероссийскую ассоциацию общественных объединений «Интеллектуальная Россия». И с такой командой мы идем вместе, проводим интеллектуальные игры. Благо, есть благополучатели, это самое главное. И как-то в одном интервью меня спросили, что вас мотивирует на эти игры. И вот уже сколько лет вы проводите интеллектуальные игры. В этом году 25 лет, как мы интеллектуальные игры проводим. Вы 25 лет занимаетесь организацией интеллектуальных игр. И это все происходит на регулярной основе, Да, верно? есть системность. А кто вам помогает? У вас есть какая-то определенная своя команда? Я так понимаю, должна быть большой команда, чтобы сделать такую систему на уровне всей республики. В нулевые годы, когда мы начинали с командой, с нашей, у нас были одни цели. Нам надо было показать, что мы не только воины, спортсмены, но еще интеллектуалы. Но это же по воле Аллаха вчерашний день. Сейчас мы, наша команда, взрослая команда, мы стали чемпионами СКФО, ЮФО. Это, безусловно, дорого стоит. В 2012 году наш игрок, директор клуба Музаев Сейдмагомед, становится по своей игре чемпионом в СКФО. В 2018 году мы берем брейн-ринг, межрегиональный турнир по СКФО. В 2020 году мы берем спортивную версию «Что, где, когда». Конечно, без всемирной поддержки главы Чеченской Республики, без поддержки органов государственной законодательной власти мы не смогли бы проводить интеллектуальные игры на таком уровне. Ну и, конечно, без наших дорогих спонсоров.
В этом году, в текущем году у нас спонсором выступает благотворительный фонд «Даймок», компания «Сбербанк», наш филиал. Они выступают спонсорами. Также, конечно, мы проводим интеллектуальные турниры. Кубок мэра. В этом году мы провели великолепный турнир, всероссийский турнир. Когда нам приехали команды из городов воинской славы, это мероприятие мэрии города Грозного. И мы в рамках данного мероприятия мы провели наш всероссийский турнир на Кубок мэра. Конечно, спонсором выступила мэрия города Грозного. Есть организация, есть партнеры, спонсоры и есть команда, вместе с которой мы идем и проводим игры. И самое главное, мотивация наша. Да, здесь нету денег. Спонсоры кто у вас? У нас в текущем году выступает благотворительный фонд «Даймок» и компания «Сбербанк», наш филиал. Мы проводим леди-квиз, спонсором выступает Сбербанк, а в текущем году по бренду «Своя игра, что и когда» открытой лиги выступает благотворительный фонд «Даймок». Насколько охотно люди участвуют в данном турнире? Надо быть объективным, чтобы ответить на этот вопрос. Конечно, в первые годы очень тяжело шли. Переживали, наверное, выйти в эфир или как-то боялись неправильно ответить. Все-таки этот страх существует. Сейчас к нам уже идут. И благодаря вот таким, и вашему интервью, благодаря телевизионным программам, вот когда с первого раза, когда команда проходит, конечно, с 20 вопросов, если на 1, 2, 3 вопроса возьмет, это уже хорошо. Но когда команда играет годы, может и чемпионом стать. Вот я пример всегда привожу. Команда из Усматановского района, гимназия номер 5. Команда участвовала в нашем чемпионате. 7 лет назад, первый раз они участвовали. Из 60 команд они заняли 59 место. А через 6 лет они становятся чемпионами. Просто после каждой игры некоторые команды ломаются, но мы им говорим, мы не будем озвучивать ваши ответы. Это если хотите, сколько вы взяли, вы к нам подходите, мы вам говорим кулуарно, сколько вы взяли вопросов. А мы всегда говорим призовую тройку. 3 команды, которые заняли 1, 2, 3 места, мы им говорим официально, а чтобы потом, чтобы не было команды неудобно. И на выходе, тут нашей политики, мы уже, конечно, к нам уже команды идут, это дорого стоит. Муса, вот еще интересно, люди, которые участвуют, принимают участие, насколько для них это важно участвовать в данных играх? И насколько для тебя, как для человека-организатора, важно, чтобы для нашего общества интеллектуальные игры были бы на определенном таком значимом месте в жизни? Нулевые годы, если взять, когда мы первый раз играли, когда наша команда выехала в Осетию на чемпионат ЮФО, в то время у нас был один округ, Южно-Федеральный, и мы когда заявились, и действительно, они нас чуть не стоя встретили. У нас идет здесь война, а мы выезжаем на интеллектуальную игру. И самая главная мотивация, Хамзат, это когда наши благополучатели берут, когда тяжелые вопросы и эмоции наших детей. Мы говорим им, главный наш посыл – дать знания. Мы проводим тематические игры. Мы говорим, вот почитайте эту книгу, вот сейчас у нас реализуется проект озарения Музаева Сэлмагмеда, руководителя проекта, и он идет в школу и говорит, вот в начальной классе, вот эту книгу вы читаете, и через месяц я прохожу, и из данной книги готовлю вопросы. То есть мы им даем мотивацию, и в итоге, получается, за учебный год каждый ребенок, играющий в наших играх, они 9 книг читают. И разве это недорого стоит? Это очень мы круто. мотивируем читать книги. И главное, мы уже не являемся такими мальчиками для битья нашей команды, мы уже достойно играем на любом уровне. Так раньше не было. К этому долго шли, уже четверть века, как говорится, служение обществу. Хочется, конечно, также сказать и фонду Ахмад Хаджи Кадырова Далгазу Абадоцун за поддержку наших уже всероссийских международных турниров. Кубок памяти Ахмад Хаджи Кадырова мы ежегодно проводим. В этом году мы провели уже 6-й турнир Кубок памяти. А также мы проводим 3-й турнир 4 декабря. Интеллектуальная игра Хамса на Кубок главы Чеченской Республики. Это открытая лига. К нам могут заявиться любые команды с СКФО, с любых субъектов Российской Федерации. Более того, у нас есть опыт проведения международного турнира. К нам приезжали команды из 5 стран, из 18 субъектов. Но это все благодаря главе Чеченской Республики. Люди хотят к нам приехать, хотят воочию увидеть те позитивные изменения в нашей республике. Через наши игры, если мы можем еще и как-то показать Чеченскую Республику, конечно, мы рады и гордимся этим, что мы способствуем этому. Какие-то большие масштабные мероприятия планируете в этом году до конца года? Да, у нас 4 декабря у нас будет открыты
республиканский турнир на Кубок главы Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Хамса». 4 декабря в Национальной библиотеке мы проведем при поддержке и Министерства культуры, и Министерства образования, и наших дорогих спонсоров. Это будет хороший такой турнир. Я думаю, приедет команда не только СКФО, но и из ЕФО, из других субъектов. Это такой хороший масштабный турнир будет. Завтра мы запускаем 3-й чемпионат, будет дан старт в Шаринском районе, будет открыт еще и филиал интеллектуального клуба «Интеллектуальный Кавказ» в 11:00, село Втуры, как я и ранее говорил. Но все-таки вот эти игры, мы им говорим, через игры мы даем знания нашим детям. Конечно, я понимаю, что они на 25 или на 30 вопросов сразу не ответят, или на 120. Но главное, чтобы после каждой игры они получают новые знания, и с этими знаниями они уходят. Из игры в игру они очень будут получать новые знания. И наш главный посыл в этом. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете вот такую работу. Она действительно очень важна для нашего общества, особенно для молодого поколения, чтобы наши люди всегда могли бы представлять нашу нацию на высоком интеллектуальном уровне. Напоминаю нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был Муса Дунаев, председатель Всероссийской ассоциации общественных объединений «Интеллектуальная Россия».